Состоялась пятая, очередная и первая в 2024 году сессия депутатов города Якутска. На очередной сессии депутаты Якутской городской думы рассмотрели повестку из 14 вопросов. Первым и основным вопросом повестки стало утверждение отчета главы городского округа города Якутск и окружной администрации города Якутска за 2023 год. Действительно была проведена большая работа. В прошлом году городская администрация занималась заселением аварийного жилья наших жителей. Внимание было уделено отрасли образования. Производился капитальный ремонт учреждений образования. Также строились новые объекты. Стоит отметить национальный проект «Безопасные качественные дороги», где произведено новое строительство 29,5 километров дорог, в том числе 14 километров тротуаров, 5 километров велодорожек, 29 тысяч квадратных метров произведен ямочный ремонт дорожного полотна. Важные сдвиги в области транспорта. Было закуплено 50 новых единиц автобусов, 10 единиц коммунальной техники. Также строились другие социальные объекты и продолжают строиться. Переходящие объекты – это объекты, связанные с проведением игр «Дети Азии», спортивные объекты, культурные объекты. Также ведется благоустройство, в том числе благоустройство озера Сайсары. Была проведена большая работа, и в конце года, в сентябре, Арсений Сергеевич Николаев презентовал мастер-план развития нашего города до 2030 года перед президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Президент утвердил мастер-план. Председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин своим распоряжением утвердил финансирование на эти цели. Финансирование у нас составит порядка 448 миллиардов рублей. Евгений Григорьев сегодня провел свой 30-й по счету отчет за 2023 год. У нас в городском округе проживает на данный момент уже почти 38% населения всей республики. По количеству численности населения мы занимаем 51 место по стране. За 6 лет численность населения города увеличилась почти на 14%. Это чуть меньше 47 тысяч человек. Это обусловлено хорошим уровнем рождаемости и, безусловно, миграционным приростом, в том числе из ближних стран и улусов республики. В 2023 году сохранился хороший тренд на увеличение средней заработной платы, и сегодня он составляет 95 586 рублей. Медианная заработная плата составила 87 283 рубля, что на 5% выше аналогичного периода по аналогичному показателю по республике. Драйверами роста у нас традиционно является торговля, строительство, добыча полезных ископаемых. Бюджет города Якутска является социально ориентированным. 32,5 миллиарда рублей по расходам, 31 миллиард 400 рублей по доходам. Бюджет 2023 года был сформирован на основе 17 муниципальных программ и 5 ведомственных целевых программ. Городской округ был заказчиком реализации 5 национальных проектов. В структуре расходов у нас 67% это социальная сфера, образование, культура, спорт, социальная политика. Национальная экономика была 17,3%, жилищно-коммунальное хозяйство около 8%. В 2023 году показательный объем грузовых перевозок составил около 1 миллиона тонн. Количество перевезенных пассажиров вплотную подошло к 40 миллионам человек. В рамках проекта модернизации системы общественного транспорта города Якутска в 2023 году была проведена работа по закупке 50 автобусов, из них 15 автобусов большого класса «Элиас» закуплен клеепаков, уже сегодня начинают ездить. Например, сейчас ездят на маршруте номер 100, трехдверные автобусы. Мы приобрели также, помогли приобрести 25 автобусов для частных перевозчиков из Союза авто и 10 единиц закуплены для межмуниципальных перевозок. Он отметил, что благодаря совместной работе удалось защитить мастер-план города Якутска. И он очень умело расставляет акценты, и поэтому его каждый раз слушать очень интересно. Ну а потом это же вот наша жизнь. И я думаю, что о нашей жизни, наверное, слушать какую-то информацию, какой-то рассказ всегда бывает очень интересно.
потому что это касается каждого человека. Депутаты единогласно проголосовали за принятие отчета главы. Депутаты рассмотрели внесение изменений в решение Якутской городской думы о бюджете городского округа город Якутск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Депутаты единогласно проголосовали за принятие дополнительных 318 миллионов рублей, которые будут распределены на 12 муниципальных программ. 40 миллионов будут направлены на сферу образования. В основном деньги направят на горячее питание школьников и закупку продуктов для дошкольных учреждений. Дополнительно 75 миллионов рублей направят на реализацию муниципальной программы обеспечения функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Якутска. То, что сегодня произошло увеличение бюджета города на 318 миллионов рублей, конечно, это серьезный шаг, скажем, в нашей текущей, наверное, вот жизни. Может быть, он где-то остался не очень замеченным на фоне, например, отчета главы города, но, тем не менее, это же очень важный вопрос, который действительно говорит о том, что мы стабильно, потихонечку, скажем, развиваемся, идем вперед. И говоря о каких-то больших, например, объектах, больших делах, о мастер-плане города, мы не забываем наши текущие вопросы. Как питание города, как уборка, питание детей, уборка нашего города. То есть это вопросы, они постоянно, скажем, постоянно на контроле депутатов и вопросы, которые касаются жизнеобеспечения нашего города. Депутатами приняты изменения в правовой акт Якутской городской думы о налоговой политике городского округа город Якутск. Ранее налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения города Якутска, не уплачивали налог на имущество за объекты торгово-административно-делового назначения, которые использовали в своей предпринимательской деятельности. То есть поступления в доходы местного бюджета от такого имущества ранее не было. На территории республики новый порядок налогообложения имущества ведет законом о налоговой политике с 2023 года с трехлетним планомерным увеличением объектов и административных территорий республики. Так, за 2023-2024 годы новый порядок будет действовать на территории первой группы муниципальных образований. Это города Якутск, Мирный, Нелюбин, Ленск, Алдан. И с 2025 года действие данного закона будет распространено на всю республику. По городу Якутску всего на 2023 год в перечень включено 2455 объектов торгового назначения. В 2024 году количество объектов торгового и административно-делового назначения составляет 3295 единиц. Уважаемые депутаты, в целях поддержки индивидуальных предпринимателей, создания условий постепенного повышения налоговой нагрузки в связи с внедрением нового порядка прошу поддержать установление налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц в отношении уплаты налога за объекты торгового и административно-делового назначения. Особенно это касается крупных торговых центров, которые числятся как объекты индивидуального строительства, не оплачивают налог как объекты торгово-административно-делового назначения. Коснется это многочисленных автосервисов и автомоек частного характера. Теперь надо будет оплачивать республиканский налог на имущество торгово-административно-делового назначения. Наверное, любая деятельность, она должна быть упорядочена действительно. И поэтому те послабления, которые были после пандемии, во время пандемии, сейчас тоже все приводим в соответствие с требованиями времени, с требованиями федерального законодательства, потому что вот эти вещи, они все равно меняются. Депутаты приняли изменения в решение Якутской городской думы об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества и в положении о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики окружной администрации города Якутска. Впервые депутаты Якутской городской думы приняли решение о бесхозных тепловых сетях.
Теперь порядка 76 бесхозных объектов нашли своего хозяина. Это большая работа, проделана окружной администрацией, нами, акционерным обществом. Эти все сети были учтены, на них была подготовлена соответствующая документация, были проведены необходимые процедуры, в том числе, если мы говорим про объекты недвижимости, они в обязательном порядке должны быть признаны бесхозяйными в судебном порядке, дальше признаны в судебном порядке муниципальной собственностью. То есть объем работы был колоссальный. Эти сети были оформлены в муниципальную собственность и далее включены в прогнозный план приватизации для дальнейшей передачи акционерного общества. В теплоэнергии 4 энергорайона. Мы занимаемся теплоснабжением полностью микрорайона Марха, там есть такие сети. Мы занимаемся теплоснабжением части Сайсарского округа, там тоже есть такие сети. Это сети автодорожного округа. У теплоэнергии возникает как право, так и обязанность эти сети содержать в надлежащем состоянии. Что мы будем делать? На баланс муниципального предприятия акционерное общество «Теплоэнергия» принято порядка 8 километров сетей теплоснабжения и горячее водоснабжение, а также 2 котельные в селе Пригородное и микрорайона Прометей. В заключении 5-й очередной сессии городские депутаты рассмотрели наградные вопросы. Я очень рада. Я сама являюсь членом городской наградной комиссии. И через нас проходит очень много наград. И очень много людей. И я думаю, что для нашего большого города, которого уже почти 400 тысяч, не хватает той квоты государственных наград в первую очередь. Очень много за это время появилось наград отраслевых, именно муниципальных, наших городских. И это тоже очень здорово. Жители столицы Якутии будут награждены знаками за заслуги перед Якутском, за вклад в развитие образования столицы, за заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутск, за вклад в развитие молодежной политики города Якутска по предоставленным спискам от разных ведомств.